Меньше месяца назад наша съемочная группа работала в так называемой чистой зоне, которая приближена к красной. В реанимационном отделе в одной палате лежало по 3-4 человека с тяжелой формой COVID-19. Однако на сегодняшний день картина здесь иная. Палаты пустуют, в реанимации 5 человек, из них 4 в тяжелом состоянии. Везде уже тенденция к снижению заболеваемости идет. Соответственно, сюда тоже меньше больных попадают. А те, которые здесь находятся, тяжелые, можно сказать, некоторые в критическом состоянии, более-менее стабильные. В реанимации, можно сказать, залежавшиеся больные, которые процесс реабилитации проходят так очень длительно. У многих там сахарный диабет, ожирение, это риск-факторы, которые усложняют течение болезни, как обычно по стандарту. Так бывает, что абсолютно внешне здоровые люди тоже как-то очень тяжело переносят. Уже почти год из-за эпидемии коронавируса царит напряженность. Новости о последствиях этой коварной болезни по-прежнему тревожные. Сложившаяся ситуация не может не отражаться на психическом состоянии людей. Во время нашей съемки мы стали свидетелями того, как тяжело больная, которая уже более 2 месяцев находится в госпитале, отчаявшись, отказывалась от лечения, не позволяла медсестрам делать ей уколы, снимала с себя кислородную маску. Больные, естественно, когда зная, что это очень тяжелая болезнь, когда знают, что у них так болезнь тяжело протекает, они, естественно, боятся. Не все могут себя в руки взять, тем более в таком состоянии, паникуют. У многих на фоне сопутствующих болезней, осложнений болезни начинаются проблемы с головным мозгом, там, энцефалопатия, допустим. Они адекватно не могут оценить свое состояние и ведут себя, соответственно, неадекватно. Приходится их успокаивать, чтобы они не сопротивлялись лечению. Если иммунная система не преодолевает вирус, то он в конце концов захватывает каждый уголок организма. Статистика неумолима. В списках умерших все чаще появляются люди младше 60 лет. А за последние дни в ковид-госпитале скончались 4 пациента. Среди них была 39-летняя молодая женщина. Когда ее сюда перевели в реанимацию, она уже в тяжелом состоянии была. Предполагаемо тромбоэмболия легочной артерии. Так как мы это вскрытие не делаем, мы точно утверждать, чисто по симптоматике видно было, что там тромбоэмболия была легочной артерии. Плюс к этому еще инфаркт добавился, и уже вторую атаку она не перенесла. Спустя 3-4 часа она умерла. Еще одна не менее важная причина большого количества тяжелых больных – самолечение. Это противопоказано при любых заболеваниях, тем более при коронавирусе. Последствия – тяжелые осложнения и реальная опасность для жизни. Для всех известно, что пиковое состояние было это конец декабря, начало января, когда все больницы были забиты, нигде мест не было. Некоторые больные, которые скептически к этой болезни относились, думали, что это обычный грипп. До сих пор многие утверждают, усложнились, уже дома очень тяжелыми, когда становились, и когда уже обращались в стационар, большие поражения таких легких имели, и, как обычно, они больше всех умирали. Те, которые летальный исход был, те, которые попали очень поздно. Для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией госпиталь оснащен всеми необходимыми медикаментами и оборудованием. Но, тем не менее, по-прежнему ощущается нехватка волонтеров и санитаров. Есть такие моменты, когда что-то, допустим, не хватает, но это на прогноз особо не влияет. По времени какие-то несколько минут, может быть, да. Причина, они усложняются не из-за того, что там что-то не хватает, они усложняются, потому что такой универсального лечения нету при этой болезни. В красную зону мы не зашли, однако через стекло пообщались с больным, состояние которого уже оценивается как средней степени тяжести. Нормально все? Здоровья вам, здоровья. Призыв врачей соблюдать меры предосторожности, беречь себя и близких остается актуальным и сегодня, несмотря на снятие ряда ограничительных мер. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.